Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Пожар, перешедший с территории Усть-Майского района. Всего за пожароопасный сезон в Амгинском районе было зарегистрировано 15 возгораний. В данное время в районе действует один лесной пожар в зоне контроля. Готовность к отопительному сезону на 87%. В Якутии продолжается обеспечение населенных пунктов углем. Узнаем, как проходит масштабная подготовка к отопительному сезону. Обучение в школах Якутска начнется с 1 сентября в очном формате. Практически все школы успешно прошли проверку. На 25 августа выявлено 144 новых случая коронавирусной инфекции. Так, 82 случая зафиксировано в Якутске, 13 в Мирнинском районе, 7 в Верхневилюйском, по 6 случаев в Алданском и Нерюнгринском районах, 5 заболевших в Чурапчинском районе, 4 в Кобяйском, по 3 случая в Вилюйском и Сунтарском районах, в 6 районах республики по 2 случая, в Алайховском, Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском по 1 случаю. Надо отметить, что сегодня мы фиксируем в том числе случаи занесения инфекции в труднодоступные районы, что, конечно, является очень большим рисковым фактором, поскольку ограничить и применить все меры санэпидблагополучия на таких территориях практически невозможно. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на самоизоляцию лиц, прибывающих как из регионов нашей республики, так и за пределов нашей республики Якутии. В Якутской республиканской клинической больнице номер 3 начнут обучать население для правильного ухода за лежащими больными. Такое направление в медицине называется паллиативная помощь. Общественники столицы выиграли федеральный грант для реализации данного проекта. В течение полугода они будут реализовывать его в городе Якутске совместно с врачами ЯРКБ номер 3. Они не только будут выезжать в дома граждан, где люди присматривают за лежащими больными, но и обучать их уходу и присмотру за такими пациентами. Нашими врачами была разработана программа обучения – это курс, состоящий из 6 занятий. И в зависимости от диагноза паллиативного пациента врачи, медсестры, они будут обучать родственников, как правильно кормить таких пациентов, да, и как основам гигиенического ухода, ну и так далее. На территории республики действует 50 лесных пожаров. Всего на тушение очагов задействовано более 1200 человек и 107 единиц техники. Задействована и авиация. За последние сутки самолеты-амфибии Б-200 сделали 38 сбросов воды общей массой в 315 тонн на территории Усть-Майского района, где, по словам специалистов, сейчас наиболее сложная лесопожарная обстановка. На местах работают и сотрудники федеральной авиалесоохраны. Так, из мест уже ликвидированных пожаров в Усть-Майский район проходит переброс дополнительных сил и средств. Между тем, на территории национального парка уже удалось ликвидировать все возгорания. В этом году 11 пожаров возникло в национальном парке, и все они из-за грозовой активности в удаленных, труднодоступных районах, поэтому тушить приходилось только ручным способом. На территории республики местами прошли осадки, но для усиления этих осадков мы применяем самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон», который способствует большему выпадению осадков. Всего за пожароопасный сезон в Амгинском районе было зарегистрировано 15 пожаров. В данное время в районе действует один лесной пожар в зоне контроля, площадь которого около 4000 гектаров. Возгорание не представляет угрозы населенным пунктам и объектам экономики. Второй пожар, где происходит основное горение, находится в урочище Нуотара, в верховьях ручья Нылымчах. Этот пожар перешел с территории Усть-Майского района. На данный момент ежедневно проводится мониторинг динамики образования и распространение лесных пожаров, а также проводится авиапатрулирование. Все пожары в зоне контроля. Со стороны Усть-Майи зашла один лесной пожар, это номером 48А. Сегодня туда доставлены с Амги 23 человек, из них 13 мобилизованных и
ГАУ «Якутлесресурс» и Амгинское авиаотделение. Также ежедневно проводится авиапатрулирование и наземное патрулирование с применением Ан-2 и наземным путем государственными лесными инспекторами проводятся ежедневные патрулирования. На сегодняшний день готовность к отопительному сезону объектов ЖКХ и энергетики Якутии составляет 87%. Об этом на прошедшем совещании под руководством премьера региона Андрея Тарасенко отметил министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов. На совещании поручено усилить координацию за подготовкой к отопительному сезону социальных объектов, а также завоз грузов в навигацию и обеспечение населенных пунктов углем. Между тем, в 24 филиалах ЖКХ республики проходит масштабная работа к предстоящему отопительному сезону. Ульяна Шагина подробнее. В одном из филиалов ГУП ЖКХ Республики Коммункомплектации проходит погрузка продукции производственно-технического назначения для коммунальных нужд улусов республики. Очередной рейс направится в Усть-Алданский филиал, где в рамках инвестпрограммы планируется проведение мероприятий по технологическому присоединению к сетям централизованного теплоснабжения социальных объектов. 20 тонн загрузили трубы. Постоянно, если есть груз, приходим, будем. На 2021 год предприятием запланирована отправка порядка 3500 тонн различных грузов для нужд котельных. Основной объем завезли еще до закрытия автозимников. Из них более 1000 тонн в северные районы. Груз в основном, конечно, это котельное оборудование. Да? Это у нас и котлы, и дымососы, и все комплектующие котлам, и металлопрокат, это трубы, швеллера, все, что необходимо для техприсоединения, для ремонтной программы, трасс, инженерных сетей. То есть вот такой вот груз у нас идет. ГУП ЖКХ Республики обслуживает 22% населения региона, проживающих в отапливаемом жилищном фонде. Это порядка 30 улусов. Сегодня на местах готовность к отопительному сезону составляет 90%. В северных и арктических районах он уже стартовал. Где-то до конца августа планируется запустить в работу все объекты теплоснабжения. И чуть позже, до 11 сентября, дать тепло в дома центральных, заречных и вилюйских групп улусов. У нас ведется инвестиционная программа на 2021 год, утвержденная. На основании его по арктическим зонам у нас завоз грузов произведен в зимний период, а также, конечно, доступных речным путем места мы уже тоже завезли. Сейчас в данный момент идет догрузка материалов в центральной части районов, там, где у нас опасений по доставке, по логистике нет. Идет полным ходом навигация 2021 года. Филиалы предприятия до конца сезона планируется завести 370 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов. На сегодняшний день удалось исполнить чуть больше половины от плана. Напомним, из-за резкого спада воды на реках Якутии еще в начале сезона навигация началась в достаточно сложных условиях. Но, несмотря на это, завоз топлива в улус республики проходит в штатном режиме. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Материально-техническая база государственного природного заповедника «Медвежьи острова» пополнилась новой техникой. Из Якутска в арктическую навигацию в Черский доставлены вездеходы «Трекол». В прошлом году заповедник получил один такой же колесный вездеход. Транспорт хорошо себя зарекомендовал во время выездов на плановые рейдовые мероприятия, отметил директор заповедника Иван Суздалов. Колесный вездеход приобретен в рамках субсидии на укрепление материально-технической базы, и эксплуатация двух вездеходов в паре позволит кардинально повысить безопасность работы во время патрулирования. Кроме того, в заповедник поступили солнечные панели. Их установка на границах заповедника улучшит бытовые условия инспекторов. Обучение в школах Якутска начнется с 1 сентября в очном формате. Об этом заявил начальник управления образования города Алексей Семенов. Он также отметил, что линейки, посвященные Дню знаний, пройдут на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. Родители учащихся будут допущены к мероприятиям. Процесс приемки школ завершен. Проверку успешно прошли практически все общеобразовательные учреждения. В нескольких объектах завершаются работы по устранению замечаний. Ведем такую работу с прошлого года, чтобы расширить кабинеты. То есть мы приобретали
гаражи, контейнера, чтобы освободить помещения внутри наших образовательных учреждений, чтобы сделать дополнительные кабинеты. И таким образом мы увеличили количество классов, комплектов, посмотрели уже по отдельным школам, где есть трудные условия, обследовали и помещения, и количество классов, комплектов, чтобы увеличить, сделать дополнительные наборы. Строительство новой каменной школы в селе Кюндядя Нюрбинского района идет по положенному графику. Муниципальный контракт на строительство школы на 176 учащихся со сроком ввода на 2022 год был подписан еще в прошлом году. В 2020 было профинансировано 24 миллиона рублей, из них 21 миллион за счет инвестиционной программы республики и 3 миллиона за счет бюджета района. В этом году средства местного и регионального бюджета ожидаются при уточнении инвестиционной программы республики по итогам 9 месяцев. В настоящее время в районе ведутся работы по кладке стен второго этажа, завершены работы по вертикальной планировке и монтаж пожарных резервуаров. Генеральным подрядчиком является общество с ограниченной ответственностью региональное развитие. В этом году планируем завершить коробку здания с кровлей. И вот объект планируется в 2022 году. Заместитель главы Мирнинского района Дмитрий Ширинский дал старт акции МВД «Помоги пойти учиться». Белый бокс установлен в одном из крупных детских магазинов города Мирный. Любой желающий может купить принадлежности для школы и опустить их в ящик. Ребятам из семей с трудной жизненной ситуацией пригодятся и ручки, и тетради, и рюкзаки. Акция продлится неделю. Перед началом учебного года школьники получат все собранное. Некоторые принадлежности купили работники полиции и госинспекции. Администрация района на постоянной основе оказывает помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе и по подготовке к школе. У нас 189 семей состоят в сложной жизненной ситуации. Количество детей то же самое мы знаем. И эти дети состоят у нас на учете и на постоянном контроле. Данные по спискам, которые у нас уже практически будут сформированы, мы сможем передать материальную эту помощь, которая будет изъята из этого бокса. В Нерюнгринском районе проходит выездная книжная выставка «В краю несметных залежей угля», приуроченная к празднованию Дня шахтера. Об ее экспонатах и о том, где с ними можно познакомиться, расскажет наша коллега Ирина Кичигина. Ирина, приветствую. Чем может похвалиться эта книжная выставка? Здравствуй, Надежда. На протяжении десятилетий сотрудниками Нерюнгринской централизованной библиотечной системы сохранялись и собирались книги, посвященные освоению Южной Якутии и развитию угольной промышленности в регионе. Со временем пришла идея оформить эти уникальные собрания в тематическую экспозицию. В преддверии Дня шахтера, который у нас всегда отмечается очень ярко, весело и интересно, сотрудники библиотеки посещают угольные предприятия района с рассказами об этих книгах и показывают, что они могут представить для жителей Нерюнгринского района. Сегодня Надежда Циренова подробнее расскажет нам об этой выставке. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, где вы уже побывали и где еще планируется побывать? Наша выставка стартовала 23 августа. Мы уже побывали в угледобывающей компании «Колмар», также «Газпром». 26 августа мы планируем представить свою выставку «Якутугли». Наша выставка «В краю несметных залежей угля» состоит из 4 разделов. «Черная жемчужина Якутии», «Под крышей общего дома», «Край родной неповторимый», а также «Родник поэзии есть красота». Мы можем остановиться по каждому разделу поподробнее. Вот «Черная жемчужина Якутии» у нас, книги представлены, рассказывают о истории, о людях, которые вложили огромный вклад по освоению угольного месторождения Южной Якутии. А раздел «Под крышей общего дома» у нас раскрывает прошлое, настоящее, будущее Нерюнгринского района. Также у нас представлены фотоальбомы юбилейные поселения Нерюнгринского района. А раздел «Край родной неповторимый» раскрывает у нас фотоальбомы известного нам фотохудожника Юрия Коковина.
А в раздел у нас «Родник поэзии и красота» вошли сборники стихов, песен нюрнбергских авторов. Ну вот все наши книги, которые представлены на этой выставке, они есть в фонде районной библиотеки и библиотеках поселений. А вот уникальная книга «Пути великих свершений», которая рассказывает об истории богатств угольных, да, Дальнего Востока, она у нас только в фонде районной библиотеки. Кто заинтересовался, приходите, мы всегда рады. Спасибо, Надежда. Так что все жители Нюрнбергского района, а особенно, я думаю, это будет интересно приезжим, гостям района, могут посетить выставку и узнать подробнее об истории освоения угольных месторождений Южной Якутии. Надежда? Благодарю, Ирина. Напомним, что День шахтера отмечается в России в этом году 29 августа. С нами на связи была наш корреспондент Ирина Кичигина. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.